Но он был очень уверенным и целеустремленным человеком, поэтому, не знаю, решилась бы я настолько кардинально что-то изменить, если бы не его поддержка. Его больше знали, наверное, как Эдрика на тот момент. Вот. И так как этот форум был анонимный же, там, и многие не знали просто друг друга в лицо, и стрелки это как раз были той возможностью познакомиться вживую. В тот момент там Эдрик, наверное, по ненависти в свой адрес там был в топе. Он никогда не катался на велосипеде, но все велосипедисты его считали своим. Почему? Потому что он всегда был на каждом мероприятии. И он увидел эту лягушку, закричал и просто купил ее. Не знаю почему, но это теперь символ его стола всегда был. Очень многие же из нас плывут по течению, и надо, чтобы тебя разбудили. У него была удивительная вот эта вот способность будить людей. Всем привет! Это проект «Люди в деле». И сегодня у нас особенный выпуск. Герой, о котором мы хотим поговорить, нередко давал интервью. Часто был на телевидении, но, к сожалению, нас посетить он не сможет. 13 октября 2019 года Кыргызстан потерял человека, с которым ассоциировалось слово «праздник». Человек, который воспитал немалое количество профессиональных ивентеров. Сегодня мы поговорим о делах и достижениях, которые совершил Егор Паньшин при жизни. Всем добрый вечер. К сожалению, сегодня у нас не такая радостная дата, чтобы собраться все вместе. Сегодня мы проводим игру в честь Егора Паньшина. Многие из вас его знают как веселого, доброго организатора. И именно он вас собрал здесь сегодня. Как бы грустно это не звучало, но это так. Егора я знаю довольно давно. Мы лет 10 назад начинали вместе играть в Encounter в одной команде. Потом мы разделились, я проводил для своих, для енчиков старого образца, а Егор решил привлекать людей в это дело и расширился до целого ивент-агентства. Я думаю, многие скажут ему спасибо за это. Он столько разных мероприятий, столько людей объединил под своей эгидой, что весь город, это, наверное, будет сказать мало. Думаю, и страна, и Казахстан, и Алмата, думаю, тоже об этом все знали прекрасно. Егор Паньшин родился 29 мая 1975 года. Окончил Кыргызскую государственную медицинскую академию с красным дипломом. Получил второе образование в Кыргызском государственном университете имени Арабаева. Один из основателей Encounter движения, организатор городских туров и квестов. Основатель и руководитель творческой ассоциации Boom Studio. Илья, это непростое место, насколько я понимаю, эта локация сейчас используется в квесте, и именно ее мы выбрали стартовой точкой для интервью. Почему? Потому что с этим местом связано достаточно много от Boom Studio. Тут мы часто начинали пешие туры по городу, то есть сити-туры. Егор приходил, всем чай заказывал, и отсюда шли по городу, по площади, все обходили. И Егор о каждом уголку мог рассказать какую-то историю. То есть Егор очень хорошо знал историю Кыргызстана, точнее Бишкека. Да, он очень любил историю, и, насколько я знаю, он даже с университета листал книги по истории вместо каких-нибудь учебников и просто ходил и подрабатывал этим. То есть он был гидом в молодости? Да, кем он только не был. У него было много разных работ, сфер деятельности. Мне кажется, если не ивент-компания, то он по-любому бы добился успеха в любой другой сфере. А кем он был? Кем он был? Из тех профессий, которые ты знаешь. Из профессий, которые я знаю. С друзьями они лес валили в 90-е. Тогда одно дерево $100 стоило. И они так хорошо зарабатывали. Потом, когда он проходил интернатуру, он научился работать на компьютере, то есть днем работает, ночью учится, научился, а в то время никто просто не умел, и он, как в полиграфии сейчас работают, набирал текст, и никто не умел делать шрифт по центру, жирный шрифт, он просто этому научился и прям вау человеком был. То есть редактировал просто текст именно? Да, ему приносили бумаги, нам надо это распечатать. Он просто вобьет, распечатает 5 сомов, 10 сомов, но в 90-е это были прям
шикарные деньги. То есть Егор умел все понемногу. Да, Егор умел все понемногу. Он, кстати, говорил, чтобы быть ивент-менеджером, надо просто все знать. И как строить, и дизайн. Просто надо знать все, чтобы хорошо сделать мероприятие. А что сейчас происходит? Вот почему здесь люди с фонариками бегают? Сейчас люди ищут коды, которые спрятаны тут. Сделали игру в память о Егоре, ну и выбрали такие места, которые связаны с Бум-студией, с Егором. Ну и вот посещаем эти места. Расскажите, сколько лет вы были вместе с Егором? Ну, мы познакомились в 2000-м, мы практически сразу съехались, так что сейчас шел 20-й год. 20-й год. А Да. как вы познакомились? У нас было несколько общих компаний, мы, в принципе, друг о друге слышали, и нас познакомила в итоге общая знакомая, и, в принципе, потом сама была не рада, мы ее терроризировали долго и упорно, пока дружили. Ну, получается, это больше все-таки дружеская сфера или профессиональная? Нет, я тоже заканчивала мед, и мы как раз-таки познакомились, когда у него шел последний год ординатуры, а я училась 3-4 курс. Давно было, я уже не вспомню. Ну, при этом Егор и вы не стали медиками. Наверняка очень многих это удивляет. Почему? Ну, это были 90-е. Это было сложно, очень хотелось жить, кушать. То есть медицина тогда Выживали. не делала? Не, но мне уже было попроще, потому что я закончила у Исманкулова все-таки ординатуру, чуть-чуть поработала, и там у нас была тяжелая беременность, тяжелые роды, и после обучения всего экзаменов мне захотелось выдохнуть. Ну и вот я выдохнула вот до фотографа. А Егор как-то поспособствовал этому? Да, конечно, потому что он был очень уверенным и целеустремленным человеком, поэтому, не знаю, решилась бы я настолько кардинально что-то изменить, если бы не его поддержка. То есть вы же знаете, поддержка близких всегда решает все. Сергей, это место мы выбрали неспроста. Здесь вы впервые познакомились с Егором. С чего вообще началось ваше общение? Привет, Дим. Да, это легендарное место для многих пользователей дизель-форума, который был очень популярен какое-то время назад. И это место, оно в шутку называлось «Железный флудер». И именно здесь происходили стрелки дизеля, где собиралось очень много людей. И Егор был пользователем дизеля. Он был супермодератором дизеля, легендарной личностью. Для многих он не Егор, а он Эдрик. То есть его больше знали, наверное, как Эдрика на тот момент. Вот. И так как этот форум был анонимный же, и многие не знали просто друг друга в лицо, и стрелки это как раз были той возможностью познакомиться вживую и наладить какие-то полезные общения. Причем это все люди были уже я, наверное, самый молодой был среди них, может быть, один из самых молодых. Потому что все люди были уже состоявшиеся, успешные, чем-то занимающиеся, интересные, прикольные, и молодые в душе. А как вообще на дизеле становились модераторами? То есть, получается, он устраивался официально или за счет просто долгого пользования и своей активной позиции получается? Я честно не знаю, но существует легенда, говорят, что когда Малик не стал успевать следить за всем этим, что там начало происходить, он просто написал, кто хочет быть модераторами, и все, кто написал «я хочу», так вот они стали модераторами, супермодераторами. То есть это не какая-то работа была, это не какое-то это призвание, наверное, желание быть в тусовке, желание быть активным. Каким он был модератором? Строгим? Жестким был. Я думаю, что многие на тот момент, Эдрик, наверное, по ненависти в свой адрес был в топе. Потому что там были такие разделы очень горячие, которые политика и общество, в частности, и мировая политика. И вот Егор размахивал шашкой просто направо-налево жестко. А вот тот период, когда он занимался модерацией дизеля, как он туда пришел, как он начал этим заниматься? Это было со времен дружин, первая революция, когда случилась, потому что, помните, тогда было страшно, и патриотизм граждан был достаточно высокий. И дизель же это была единственная площадка, где можно было хоть что-то узнать. Вот. И народ оттуда собирался в реальной жизни. Как можно? Егор не мог не познакомиться.
там без мыла куда угодно. Вот. Ну, то есть он на одной из, так сказать, дизелевских тусовок решил стать модератором? Нет, просто он очень активно, знаете как, скажем так, аналитические способности позволяют иметь очень хорошее аналитическое мышление. А на Дизеле в тот момент был чуть ли не общий раздел, где все говорили обо всем. Это приходилось структурировать, а у него способности позволяли давать весьма ценные советы. Не ошибаюсь, скорее всего, это было ПИО. О, да, у нас там есть отдельная папочка, то есть нам желали все, проклинали везде. Там можно было отдельно собрать сборничек. Ну, а как он вообще относился к критике? То есть понятно, что чем чаще человек на виду, чем больше он делает, как он воспринимал? Ну, вот в этом плане нам достаточно сильно помог Дизель, да, потому что когда ты становишься модератором, это я властелин мира. Вот, то есть, как бы был такой, знаете, пережиток, ах, ты мне что-то сказал. Вот, но это хватило буквально год. И потом это было уже неинтересно, и все остальное было адекватно. То есть, как бы на критику, на конструктивную всегда же смотришь очень верно, потому что как стать лучше. А если есть какие-то неконструктивные моменты, то и обращать не следует внимания. Расскажите, пожалуйста, какой вклад Егор внес в развитие велоспорта в нашей стране, ну и непосредственно велозабегов? Егор с 2013 года с нами поддерживал наши мероприятия. И это было сразу массовое мероприятие, любительское. Я вот увидел, что это вот что-то новое к нам пришло. Это не просто велопробег, не гонка, а вот что-то среднее. Это был велоэнкаунтер. И люди сильно загорелись. У нас был такой небольшой творческий кризис. Мы не знали, что делать. А тут вот, пожалуйста, идея велоэнкаунтер. И вот благодаря этому у нас все пошло. Егор всегда давал новые идеи. И пытался это все делать так, чтобы это было не только для любителей или для спортсменов. Это чтобы было для всех. То есть люди участвовали и призы брали. Как вы вообще начали с ним сотрудничать? Как познакомились? Ну, до этого я его знал как модератора на Дизеле, как коллегу. Вот, поэтому, я его ни разу не видел. А тут звонит человек, меня спрашивает: здравствуйте, вот мы организуем мероприятие, не хотите ли встретиться, давайте поговорим насчет великов. Ну, давайте. Я приехал к нему в офис, в школе он был, и мы сели за стол. Такой улыбчивый, яркий человек, не похожий на сурового модератора с Дизеля. Вот, мы с ним разговорились, сделали наброски на ближайшее мероприятие, и мы, в общем, совместно с ним устроили само велосипедное мероприятие. Помимо того, что он организовал сам, как он относился вообще к велоспорту, увлекался ли он и катался? Он никогда не катался на велосипеде, но все велосипедисты его считали своим. Почему? Потому что он всегда был на каждом мероприятии. Неважно, это какое-то крупное или экспериментальное, где было всего там 3 человека. И мы его все считали своим человеком. Вот. Я даже ему однажды говорил, я говорю: Егор, ну когда ты уже будешь участвовать на велике в своем же мероприятии? Он говорит: тогда, когда ты будешь участвовать в энкаунтере. И вот на таких компромиссах ни он не катался, ни я не участвовал. В общем, мы так и просуществовали вот столько лет и сделали некоторые мероприятия уже такими прям городскими. Вот. И было очень много наметок на ближайшее будущее по мелким мероприятиям, потому что каждое мелкое мероприятие, одно из 10, могло уже выстрелить вперед, и оно было таким же массовым. Вот. То есть он у нас был мозгом, идейником, вот. И с помощью своей команды Boom Studio он просто осуществил многое, чего мы могли и не сделать. Что, по сути, привнес непосредственно велозабеги, заезды Егор? Егор очень хорошо умел работать с партнерами и спонсорами. Он брал на себя большую часть работы, не доверяя даже своей команде. Такие моменты, как встречи, общение с людьми, которые могли бы быть потенциальными спонсорами. То есть любая поддержка была от него. Он знал, в принципе, любого человека в любой части, к которому можно было обратиться. Неважно, это там организовать там еду или пойти куда-нибудь там в мэрию. Он всех знал, его все знали. И этим он очень сильно помогал. И мы вот с ним в тандеме, то есть у меня велосипедисты, у него вся вот эта вот кухня
все было на нем. А какой, считаете, наследие он все-таки оставил для непосредственно и велоспорта, и для страны в целом? Да, во-первых, он работал не только с велосипедистами, вот, у него было много партнеров, которым он помогал делать мероприятия, поэтому я думаю, каждая вот сфера, вот эта вот, в которой он относился, он просто подтянул все эти уровни. Вот. И, конечно, люди, которые с ним работали, они поняли, что можно что-то новое придумать, что-то еще новое делать. Вот. Но я думаю, сейчас будет небольшая пауза у всех. Вот. Но если говорить про велосипедистов, допустим, лет 5-6 назад не было у нас такого яркого мероприятия. У нас максимум было, допустим, на открытии велосезона там 300 человек. Вот. А мы дошли до цифры в 2500-3 тысячи. Вот. И даже закрытие сезона у нас не было таким массовым. То есть ты тесно сотрудничал с Егором, даже будучи, по сути, в компании, которая занималась аналогичной деятельностью? Ну да, мы коллеги. И причем самое, что прикольно, Егор один, наверное, из тех людей, который всегда был открыт к диалогу, коммуникации. И мы просто периодически раз в 3 месяца, раз в 4 месяца встречались. Мы так называли там сверить часы. Да, просто поговорить, кто чем занимается, кто куда идет. И поэтому я даже назвать конкурентом даже язык не поднимаюсь, честно. Партнеры как-то вот вообще нигде не пересекались, нигде дорог друг другу не переходили, только вот в режиме поддержки. И всегда знали, что есть Егор, который там всегда придет на помощь, всегда поддержит, который за любой движняк, за любую инициативу. Егор вообще по образованию медик. Изначально он заканчивал КГМА. Но каким образом, по-твоему, он пришел в сферу изначально IT, то есть модерации, а потом попал уже непосредственно в сферу ивентов? Слушай, я честно как бы не знаю весь такой профессиональный путь, но я думаю, что Егор из тех людей, которые, предприниматель, да, у него всегда эта жилка была. И я знаю, что у него были образовательный бизнес, связанный вот с технологиями. Там. А потом, видимо, его увлечение вот этими городскими играми переросло в дело жизни, в бизнес. Да, когда это не просто уже хобби, досуг, а когда тебя просят быть на этом рынке, да, и предоставлять эту услугу. Один из совместных проектов, в который непосредственно был вовлечен Егор, принимал активное участие в развитии и продвижении этого дела, это был и отца. Что за проект? Можно поподробнее? Это Центральноазиатская премия среди организаторов мероприятий. Это совместный проект вместе с коллегами из России, из Белоруссии. Такой международный, очень хороший проект. И Егор один из тех, который на самом первом этапе поверил в него, присоединился и помогал всевозможными ресурсами для того, чтобы это существовало. Но премия премии, я думаю, что самый главный результат, который появился благодаря этому, это, можно так сказать, ассоциация ивентеров. Да? Это не юридическое какое-то лицо, но именно та группа, которую создал там Егор, его ребята. И это сейчас переросло в такую неформальную ассоциацию ивентеров, которая общается, делится контактами, знаниями там, и так далее. То, чего раньше не было, когда каждый жил по своим норкам, никто не общался, все друг друга видели конкурентов там, и так далее. То есть он смог сломать вот этот, как сказать, стержень, барьер, что ли, для коммуникации, для общения между профессионалами. Вот. Показал своим примером. В целом, если оценивать вклад Егора в ивент-индустрию, какие бы пункты ты отметил лично? Я могу сказать искренне, что Егор тот человек, который воспитывал и воспитал ивентеров, которыми сейчас работают на нашем рынке, с которыми хотят работать. То есть тот человек, который первый сознательно начал вкладываться в то, чтобы воспитывать, да, не просто чтобы искать там уже каких-то готовых профессионалов. Он проводил школы, возле него всегда было очень много молодых ребят с горящими глазами, желающими развиваться. То есть, и я думаю, что было бы хорошо, если бы это продолжалось, чтобы Boom Studio продолжала быть кузницей таких вот молодых кадров, активных ребят, умничек, которые потом
ну, понятно, в силу там роста, там, развития, они ищут себя там уже ну, в стенах корпоративного клиента, либо сами там какие-то проекты свои делают. А Егор, получается, на работе был очень креативен. Все знают его фантазию, безудержный полет, который можно было не останавливать. А в жизни он проявлял себя как такой творческий человек? Был ли он таким романтиком с невероятными сюрпризами? Ну, нет, я когда-то обещала написать книгу «Жизнь человеком-праздником» по принципу «Похороните меня за плинтусом». Это была наша давняя семейная шутка. Ну то есть, получается, человек-праздник, ресурс весь пускал все-таки туда? Нет, не в этом дело. То есть у меня работа с людьми, у него работа с людьми. И когда ты отдыхаешь, мы предпочитали уезжать куда-нибудь на южный берег, желательно, чтобы еще и телефоны не брали, потому что устаешь и хочется просто не думать, что на тебя смотрят, кто-то там, как бы, надо с кем-то пойти поздороваться, потому что это знакомые, близкие коллеги там и так далее. Просто хочется побыть вот, ничего не делая, посмотреть, как красиво вокруг. Мы оба любили такой отдых. Ну, кстати, вот говоря про отдых, досуг, как еще любили проводить время? Ну, во-первых, его было мало. Начнем с этого. То есть, когда еще дочка была маленькая, мы выезжали несколько раз в неделю просто проветриться за город. Это было уже классно. А потом у нас были больше такие поездки. То есть захотели мы с Иссык-Кульской области в Нарынскую пробраться. Он по гуглу посмотрел, что дорога есть. Ну и мы застряли там на трактор. Вот это прям наше все. Ну, то есть такой отдых был дикий. Вот. Ну, а то, что мы с дочкой куда-то ездили, ему, ну, он не любил нашу, как бы, проблемы с границами и так далее. Он всегда нервничал, и ему было жаль времени. Ну, в смысле, выезд за пределы? За пределы, то есть я каталась только с ребенком, а он говорил, нет, ни за что. То есть Егор любил родину и точно Да, он очень любил, то есть мы любили горы. Вообще у нас шикарное место, красивая природа, знаете, тут еще не все изъездили. Ну, в целом, получается, Егора было в хорошем смысле много. Он был на всех проектах, был везде. Иногда слишком много. Это не только мое мнение. Оставалось ли время на семью у него? Да, у него очень теплые, хорошие отношения с дочерью. То есть, как бы они были прям друзья-друзья. Потому что это же было любимое. А мама не разрешила, пойду у папы спрошу. Причем у папы фактически всегда было. Да, конечно. Все мы привыкли видеть Егора на площадке вовлеченным, он отдавался целиком полностью. А дома, когда он возвращался, он болел проектами, он жил ими? Они ему даже снились. То есть во сне продолжалось то же самое. Поэтому каждый проект это было как бы, ну как вы знаете, да, как проходит ивент. Хочешь, чтобы получилось красиво, заказчик говорит, что надо, чтобы как всегда. И ты начинаешь выкруживать так, чтобы это было значимо, чтобы это было интересно, объясняешь, почему должно быть так. То есть вот на это уходило кучу сил, энергии, и он никогда не пропускал такие моменты, потому что яркое мероприятие всегда в конце приносит очень приятное чувство удовлетворения, что ты сделал то, что задумал, прошло красиво, люди довольны. То есть это фидбэк, которым ты питаешься. Были ли у Егора какие-то правила, принципы вот строгие, которые вот он никогда не нарушал, всегда их придерживался? Мы когда-то с ним обсуждали, что принципы – это не совсем верное слово. Принципы – это собственные рамки. Есть вещи, которые я люблю и которые я не люблю. И вот тут он, да, то есть он не любил компании, он не любил какие-то мероприятия семейные или там друзья собирались. Я везде ходила сама, потому что, слушай, ну я устала от людей. Да, хотя если оказывался, то да, улыбался, смеялся, его любили. Ну, то есть, видите как, он очень харизматичной был личностью. Ну, его адрес наверняка нередко звучало, ну, ты же ивент проведи, что-нибудь сделай. Нет, с таким не приставали. Вы знаете как, у нас достаточно интересные компании, и там уходишь еще с чувством, что ты не наговорился. Поэтому не особо хотелось что-то там дополнительно делать, потому что отдых не такая частая вещь, и когда видишься, хочется все узнать.
Вот, то есть как бы у нас такой размеренный был отдых. Мы никогда не любили просто валяться на пляже, да, то есть нам надо было с утра полежать 2 часа и вот побежать куда-нибудь вон до той горы. Так интереснее. Непосредственно, если оценивать вот ваше общение, ваши отношения, какими они были, по-твоему? Сугубо деловые или все-таки было какое-то и человеческое взаимоотношение между вами построено? Слушай, ну, оно все началось больше с человеческого, и потому что, ну, профессионально, я говорю, у нас как бы таких сильных там точек пересечений не было. Мы делали совместно там какие-то проекты полезные для этого рынка. И первое знакомство в рамках дизель-форума, наверное, для меня это больше вот такой вот human touch, да, это как сказать, взрослые люди, но открытые, да, коммуникабельные, которые тебе там могут что-то по жизни подсказать, посоветоваться. Слушай, ну я скрывать не буду, я по некоторым там не прям консультации там брал, но я у Егора спрашивал контакты медицинских специалистов, к которым можно обратиться там по тем или иным вопросам. То есть сфера его знакомств была очень широкой. Да. Слушай, ну действительно, там пару лет назад я у него просил там контакты какого-нибудь его знакомого врача, который может там проконсультировать там по одному вопросу. И он мне скинул этот номер, ну и я воспользовался услугами. То есть, ну и по любому вопросу, я думаю, что Егору можно было позвонить по любому вопросу. Егор, где что взять, где найти, этого видел, не видел, помоги с этим, а давай это организуем. А что там с походами, там, когда можно, что, то есть, ну, объективно, да, то есть энциклопедия такая ходящая, которая еще всегда там придет на помощь, да, даже если не физически, то, ну, подскажет, что сделать, как сделать, там, и так далее. Насколько вообще я знаю, Егор еще был человек, который, ну, как многие это называли, безотказный. Его звали в разные проекты, и даже если там не было бюджетов, он соглашался. Был ли у вас такой опыт взаимодействия? Потому что у человека, он горел идеей, и он верил, что это нужно, что это будет популярным. И там вопрос не в бюджете стоял, как бы, а в том, чтобы это приносило пользу и удовольствие людям. Вот. И я думаю, что он больше всего руководствовался этим. Потому что когда ты видишь довольные, счастливые, горящие глаза ребят, а еще саму эту движуху, когда по всему городу мотается там 200-300 человек и там что-то делают, там что-то ищут, где-то лазят. Там. Ну, я думаю, это тоже, ну, как некоторая такая благодарность, да, воспринималась за то, что Егор делал. И многие отмечают его особое чувство юмора. Очень особое. Как бы его характеризовали? Ну, кому оно досталось, тот помнит все. И не всегда смешно было им, но всегда было смешно Егору. Потому что все мои подруги отхватили от него очень лестно. Кто-то простил, кто-то нет. Ну, а так, конечно, чувство юмора спасало в очень многих моментах. Ну, вы знаете, да, когда уже все, умер на своем ивенте, руки, ноги не шевелятся, то есть тут только смеяться и вставать и идти дальше. То есть это, конечно, помогало. Ну, слушай, мне, наверное, больше всего запомнил, когда там Забанин, там, я помню, он любил говорить, когда там что-то неприятно или не то говоришь, там, Забанин, там, типа, все, заткнись, там, и прекрати нести чушь, там. Лягушка – это любимая Егора лягушка. Она стояла у него всегда на столе. Мы однажды, да, там лежали постоянно под ней какие-то деньги, записи. Мы поехали с ним в зоомагазин за кормом для его 4 котов. И он увидел эту лягушку, закричал и просто купил ее. Не знаю почему, но это теперь символ его стола. Всегда был. Это его стол. Да, это его стол, его компьютер. И принтер. И премии Яца. И куча всяких разных наград. Global Event Awards. Лучший тимбилдинг Билайн. Да. Мы делали тимбилдинг на 720 человек на Иссык-Куле и получили за это в 2016 году премию в Москве.
Я помню, мы получали точно такую премию в 2018-м за лучшее маркетинговое мероприятие, когда мы делали серию промо-акций для ПРООН с огромными снежными барсами, в которые никто не хотел залезать, потому что там было жарко. И также мы разработали с Егором вместе новый проект «Туры по Бишкеку». То есть он знал очень много о нашем городе и хотел, чтобы люди тоже о нем больше знали. Вот. И мы каждое воскресенье водили туристов, и не только, наших горожан тоже, по Бишкеку. И рассказывали всякие интересные факты, истории о местах, о каких-то людях знаменитых. Вот. И как-то это все пошло. И в итоге мы взяли премию как лучший туристический проект «Серебро». Лобовое стекло. Просто перебираем склад, там треснувшее лобовое стекло. Егор, для чего? Просто приносим ему, давай выбросим. Нет. Почему? Вот нужна тебе в 3 часа ночи нужно разбитое лобовое стекло. Где ты его найдешь? А вот в офисе есть. Оно у нас года 3 или 4 так лежало. Никто не выбрасывает. Нет, в 3 часа ночи пригодится обязательно. Именно в 3 часа ночи. Да, но летом он мне разрешил разбить его. Я просто вынес на мусорку и стал прыгать на нем, радоваться. Это было просто освобождение души. Ура! Я помню, когда первый раз пришла в бум-студию, Егор говорит, что самая важная вещь, ты можешь забыть все, ты можешь сломать все, что угодно, скотч — это просто важная вещь. Скотч и клей. Однажды было, я помню, мероприятие, вы открывали металлургический завод, и они заклеивали скотчем, точнее клеем, железо, и оно продержалось просто все мероприятие. Это просто невыносимо. Когда у нас заканчивался скотч, Егор начинал кричать: все сломалось, собираем вещи, бум-студия закрывается. Бум-студию закрывается? Да, все сломалось. Больше ничего не будет. То есть теперь у вас в офисе всегда есть скотч? Это обязательный реквизит. Это просто... Сколько километров скотча ты потратил за год? Кто-то это такая? Это наша бодрящая кура. Нам часто приходится к 4 утра приезжать, к 3 утра. А чтобы взбодриться, Егор нам иногда делал вот так. Он это делал без помощи курицы. А что, по-вашему, самое невероятное и дикое делал Егор? Ну, на мой взгляд, он однажды выложил фотографию, как он ел сверчка. Я думал, это просто позерство, что он просто взял сверчка и держал у зубов. Но я однажды вживую видел, как он его съел. Это был, конечно, другой сверчок. Вот. Мы были все в шоке, но мне кажется, вот это та самая стрессоустойчивость. Ну, опять же, тот самый креатив. Он говорил, зачем он это делает, или это просто ради... Вафан, я бы даже сказал. Просто так никто не будет есть сверчков, благо еды у нас достаточно. Вот, но показать, что это реально, это вот что-то вот не с чем просто. Если говорить о бум-студии, о его, наверное, самом главном детище, как он относился к нему уже вне пределах работы? Что для него было бум-студия? Ну, во-первых, это всегда была компашка. То есть они не просто так там работали. То есть они там смеялись, выезжали куда-то в горки, на какие-то мероприятия вместе. Он заставлял ребят учиться, очень много им рассказывал. То есть для очень многих он открыл такие хорошие двери. И я думаю, что его с удовольствием вспоминают. И знаете как? Когда встречаешь человека со стержнем, этим заражаешься, и уже как-то с прежним ты уже не будешь, потому что очень многие же из нас плывут по течению, и надо, чтобы тебя разбудили. У него была удивительная вот эта вот способность будить людей, причем будить кого-то принудительно, кого-то добровольно. Но он находил подход и заражал вот этой же жаждой знаний и самореализации. Вот, поэтому я думаю, что очень многие еще там были не просто из-за работы, а из-за вот этой вот атмосферы. Ну, хотя и прилетал. Насколько сейчас чувствуется разница? То есть проекты, которые были вместе и уже без Егора. Чего не хватает сейчас?
У нас вся команда как одно целое, то есть Егор нас каждого научил, передал свои знания. И у нас нет такого, что «О, ты там такой-то». И мы как одно целое действуем по уже механизму, который выстроен. То есть, по сути, он... Конечно, Егора не хватает, ну, сами понимаете. Но мы понимаем, чтобы Егор хотел, чтобы мы дальше продолжали его дело. И на улыбке, на позитиве все мероприятия были проведены. Ну, то есть он настолько уже приготовил вас, что вы самостоятельно сейчас вполне себя комфортно чувствуете, можете вести наши проекты. А если вот вкратце, то каким навыкам вот непосредственно тебя он научил? Я с Егором работаю с 2012 года, то есть меня называют самый древний сотрудник Бум-студио. 2012 год, это получается уже 7 лет. Да, 7 лет. Я научилась у Егора, что чувствует себя больше уверенности на мероприятии. Также с Егором у меня был коннект, там даже какие-то там ножницы, либо какая-нибудь зажигалка нужна будет. Я понимала, то есть по одному взгляду и сразу ему хоп, ножницы выдавала. Также навыки у меня в интернет-маркетинге, то есть это SMM, контекстная реклама, это тоже мы с Егором начинали, он меня учил, потом я же чему-то училась, Егора рассказывала, и мы потихоньку-потихоньку достигали. И также умею с ребятами, то есть я знаю несколько поколений Бум-студио, от первых, и вот сейчас ребятки, у нас такая котятки, то есть Егор это был папа-кот, меня котятки называют мама-кошка. Да, эльфийский ежик. То есть еще и порода у каждого есть. Да. То есть стараемся всегда друг другу помогать. Там Егор, в принципе, на нас никогда так прям не орал, не кричал, он к каждому подходил, ну, иногда и кричал, не без этого, и спокойно объяснял, в чем там неправы были или как сделать лучше, чтобы в следующий раз такой ошибки не допустить. Ну, как руководитель все-таки, какой он был, вот, если описать его стиль управления? Он был, естественно, жесткий, то есть он был веселый, то есть никогда у нас в команде своя такая атмосфера, там у нас шуточки были, о которых мы не можем, к сожалению, рассказывать. Да. Вы слышали про кроликов уже. Также у нас для устрашения висела пика точеная, то есть если кто-то... Пика точеная, это в смысле инструмент стимуляции рабочего процесса. Его специально врезали, и для устрашения у нас висело. То есть если что-то, мы указывали, видишь пику точеную? Вот, и сразу человек такой, да, все, пошел работать. В целом, если говорить о сотрудниках компании, как много вообще людей пришли, нашли себя и продолжили развиваться в этом деле? Ну, я думаю, все, кто больше месяца проработал в компании, то можно считать то, что он нашел себя. Есть примеры, то есть ребят, кто сейчас чем занимается? Ну, я друзей своих приводил, но они там полгода поработали, сейчас у них прям сильное стремление заниматься музыкой. Вот, они уже копят на аппаратуру, готовятся записывать музыку. То есть они, поработав в Бум-студио, обучились навыкам организаторским и решили организовать свою группу? Да. То есть, по сути, если охарактеризовать Егора и Бум-студио, то это было некое молодежное движение, которое давало дорогу в жизнь. Ну да, мы внутри коллектива называли это просто школой жизни. Сам Егор как это воспринимал? То есть, была ли у него такая цель, или просто он делал то, что ему нравится, и оно само собой происходило? Да, у него была такая цель, то есть обучать новые поколения. Он даже сам говорил то, что его жизненная цель – это делать из людей гвозди, которые можно будет потом вбить и построить здание. То есть он создавал основу для бизнеса, для всего абсолютно. Он хотел, чтобы город развивался и делал людей. Но если возвращаться к теме Егора как педагога, как наставника, то каким 3 вещам лично тебя он научил? Постоянно учиться.
Постоянно учиться? Постоянно учиться, постоянно получить какие-то знания. У нас в мире быстро информация заменяется, и то, что ты узнал сегодня, завтра уже не актуально. Надо постоянно обновлять свой запас знаний. Вторая. Надо не бояться, надо постоянно стремиться, надо все время двигаться. Если ты увидел то, что что-то бесплатное мероприятие, пошел туда, показал себе то, что ты существуешь. Надо быть открытым миру и показывать то, что ты есть. А третья? Ну, третье, думаю, собственно, быть открытым миру. Егор говорил, 95% случаев, если человек хочет тебе помочь, то это, скорее всего, из добра, потому что он реально хочет помочь. Ну и если самому помогать всем, то у всех будут хорошие отношения, и просто хорошо к тебе будут относиться. Нужна будет помощь, то к тебе тоже придут. Ты ведь хороший человек. Какие личные качества, по-вашему, позволяли Егору собирать вокруг себя людей? Ну, то есть не секрет, что многие вещи, куда он приходил, он собирал сразу много людей, собирал огромную тусовку. Что помогало ему достичь этого? Во-первых, это неповторимая харизма. Во-вторых, он смеялся, улыбался не только на мероприятиях. Потому что за 6 с лишним лет ты человека узнаешь довольно больше, чем просто так вот, как организатора. Вот. Никогда не было таких случаев, когда на мероприятии он такой веселый, жизнерадостный, а в рабочем процессе, вне мероприятия он там грустный или злой или еще что-то. Он всегда улыбался, смеялся, шутил. Каждый мой поход в офис Boom Studio это был такой заряд позитива, потому что он хоть и держал в дисциплине весь свой коллектив, но в то же время это было так вот классно. Вот. На самом деле вот эта вот харизма, она позволяла людям увидеть вот это вот все. Он, естественно, на наших веломероприятиях никогда, кстати, себя не ставил первым. Вот что удивительно, до последнего он объявлял, что там Ярослав Юзефович, вот он сейчас выйдет, скажет, все. И всегда вроде как в стороне, но он делал основную работу, и людям он, наверное, поэтому нравился. Он простой, что ли, был. Вот. Это выражалось не только в его отношении, но и в делах. Что для вас его главное детище? Его, наверное, самый любимый ребенок – это Boom Studio. Что для вас лично эта компания означает? Для меня эта компания, она означает то, что мы просто велосипедисты. Мы умеем крутить педали, да, мы умеем собираться массой, толпой и все такое. Но нам не хватало вот этой вот искры. К примеру, 2014 год, закрытие велосезона, мы только познакомились на наше первое крупное мероприятие. Казалось бы, что можно было сделать из пластиковых стаканчиков, палок и маленького мячика. Вот. Егор придумал, он принес на мероприятие самые простые колоночки с буфером от компа. Вот. Он дождался того момента, когда люди растащили халявное пиво, и начал вот это вот кручение возле палки и попади шариком в стаканчик. Кто мог догадаться до вот такого? Конечно, может, где-то это есть в интернете, но одно дело прочитать, другое дело реализовать. Вот. Поэтому после того, как вот он это сделал, из простых вещей сложное, то есть люди вели себя просто как дети, они радовались. Вот. После этого я понял, что Boom Studio во главе с Егором – это нечто большее, чем просто организация по проведению мероприятий. Как вы считаете, сможете Boom Studio дальше продолжить свой путь в память о Егоре без него? Я считаю так. Егор учил ребят, они были с ним вплотную, они работали много вместе. Вот. Они, конечно, может быть, не все, но они очень много взяли на себя вот этих вот наработок. Добавить капельку харизматичности, раскованности. Я думаю, у них все получится. Это классная организация. Наставник был великолепный. Если ребята не бросят сейчас и продолжат все это дело делать, в том числе и на энтузиазме, как это делал Егор, у них все получится. Все будет здорово. Я очень хочу, чтобы Boom Studio продолжила свое существование. Я очень хочу, чтобы все помнили, кто основал эту компанию, кто ее развивал. Я очень хочу, чтобы Boom Studio оставалась кузницей кадров для ивентеров. Ну и со своей стороны мы с коллегами открыты для того, чтобы помогать ребятам. В целом, если сейчас говорить про ребят, они так притихли, слушают нас.
Какое настроение? То есть готовы ли ребята дать жизнь дальше делу Егора? Да, готовы. Правда? Правда. У нас было, к сожалению, когда это случилось, все узнали, у нас было запланировано 2 тимбилдинга. То есть это когда Егор умер и на самом прощании. То есть после мы попрощались с Егором, и нам нужно было через час ехать на тимбилдинг. Во вторник, получается, 15 числа, вы прямо с прощания поехали на мероприятие. Мы все собрались и провели. Все помнит позитивным, таким заряженным человеком, но наверняка дома он рассказывал свои истинные чувства. Бывали ли такие моменты, что вот он все надоело, ухожу из ивента? Ну, да, у всех и у него, у меня бывали такие дни. Но обычно это требуется, говорит об усталости. Пауза на пару дней, и ты опять в строю. Не, всегда есть такое, знаете, как это называется легкое биполярное расстройство, оно есть у нас у всех. Ну, вот, вначале ах, потом, когда эмоционально выгораешь, нужно просто чем-то... Ну, много читала, это было интересно, да, я говорю, мы куда-то ездили, то есть хватало обычно дня-двух, чтобы перезагрузиться, и уже когда возвращался обратно в город, уже хотелось, то есть я уже сама такая копытом бьем, я вот это сделаю, у него было точно так же. Ну, то есть секрет его постоянной победы над надоедающими вот этими бессонными ночами, это просто небольшая перезагрузка. Небольшая перезагрузка, но и специфика нашей работы, она никогда не была прежней. То есть чем хороша работа, мы не повторялись из-за того, что каждый раз это что-то новое, и поэтому, ну, как бы мы всегда говорили, не дай бог там придется менять род занятий, то это никакого офиса, никакого конвейера, потому что это смерть. То есть для нашего темперамента это однозначная смерть. А тут как раз-таки работа связана с легким адреналином, с быстрым решением, с быстрым изменением планов. И оно не дает тебе даже устать. То есть ты когда понял, что уже устал, все закончилось, классно, еще и денег дали. Если говорить про Егора как наставника, то какие, по-твоему, главные уроки именно были для тебя донесены, ну, может, для всей команды? Это то, что не нужно никогда ничего бояться, нужно всегда идти вперед, нужно быстро решать задачи. Если нет решения, то найти человека, который бы тебе помог решить задачу эту. То есть не нужно бояться, нужно всегда идти вперед и добиваться целей. Всегда пробивать себе дорогу в будущее. Были ли у Егора какие-то железные принципы, правила, которые он никогда не отступал, от них следовал? Нет, рамок никогда не было у нас. Всегда что-то придумывалось, что-то доделывалось, то есть там конкретно там, по плану именно действуем вот так, нет. Насколько я знаю, Егор был еще и очень спортивный, очень активный, подвижный. Да, он одно время ходил в спортзал, ну, активный, подвижный, именно там даже мы, подростки, ребята, добирались, как я и рассказывала, до гор за 2 часа, то есть Егор там быстренько за час добрался, перешел там, пофоткался уже и спускается обратно, мы только доходим. А если вообще говорить про Егора как разностороннюю личность, то какое из его вот именно направлений ты считаешь самое успешное было? Самое успешное? Где он реализовал себя полностью? Ну, это, скорее всего, координатор. Потому что он умел всех собрать, он умел увидеть в человеке его преимущества, лучшие качества, чем он может заниматься, и просто поставить туда, заниматься этим. Он мог все по полочкам разобрать, настроить механизм, чтобы этот механизм правильно работал, шел, ну и работало все как часы. Кстати, ты знаешь историю названия, почему бум? Он рассказывал? Насколько мне известно, что придумывал просто название, ему в голову пришел такой бум. Ну, это что-то такое прям бум, взрывающее, там, праздники, шарики. Вот так вот появилось. То есть там долго не думал, в голову пришел бум,
что это такое. Бум! Мэйджик. Вот, и так родилось у него название. Я всем гостям этого выпуска задаю один вопрос. Если представить Егора, ну, с чем его можно ассоциировать, вот лично для тебя? С чем он тебя ассоциируется в первую очередь? С чем он у меня ассоциируется? Материальное, нематериальное, то есть может быть какой-то объект, это может быть что-то духовное, но вот лично для тебя прямая ассоциация с Егором. Может, это какое-то даже качество человека. Ну, в первую очередь это картошка. Картошка? Да, ну Почему? он такой лысый, полненький, как картофель. Ну, а если серьезно, то он как духовный наставник, как отец. То есть он действительно всему научил. И не попади я к Егору, я не знаю, был бы маленьким парнишком, который идет такой с рюкзачком, сальные волосы такие, коротко подстриженный, вот так вот горшочек. Он боится там куда-нибудь выйти, посмотреть на девочку или еще что-нибудь. Ну, то есть раскрепощение получил в Бум-студио в основном. Ну, то есть некий наставник. Я бы даже сказал отец. Я думаю, с ним ассоциируется одна вещь. Ну, те, кто чуть-чуть далеки от команды Boom Studio, может быть, не поймут. Вот. Но расскажу так, история будет не совсем короткой. Когда я в первый раз пришел к нему в офис, он был чем-то занят, с кем-то общался. У меня было время походить, посмотреть на их офис. У них висела такая креативная доска. И там был просто вот безобразный кусок монтажной пены, который был подписан бифидобактерия Сережа. Вот. Почему-то вот тогда ко мне это вошло, и вот оно ассоциировалось у меня именно вот с Егором, с его вот креативностью. Казалось бы, что можно сделать из куска ненужного пенопласта вот этого вот. И когда вот все это случилось, мы помогали перевозить офис, когда все уже было пусто, я смотрю, на земле валяется что-то непонятное, я подошел, поднял это вот та самая бифидобактерия, вот, и я, глядя на нее, сразу вспомнил просто вот это вот все. Ну, грубо говоря, осталось вот именно в материальном вот это вот бифидобактерия, которую я сейчас храню у себя дома. Для кого-то это просто кусок монтажной пены, для меня это память большая-большая. Скотч. Со скотчем. А с нематериальным, вот, с чем он ассоциируется? У меня как бы учитель, это человек-праздник, который всегда в любой момент тебе поможет, тебе подскажет, как сделано правильно. Даже если там у тебя что-то заболело, ты можешь к нему обратиться, и он тебе расскажет, как вылечить ту или иную болячку. Я забыл, как называется это медицинское средство, которое он всем предлагал принять, когда там кто-то волновался перед проектом там, или еще что-то. Фенобут или что-то. Ну, типа, успокойся, иди глотни там, типа, этого. Типа, успокойся, выдохни, да, там, не напрягайся. С чем у вас ассоциируется в первую очередь Егор? Это может быть материальное что-то, литературный персонаж, что-то нематериальное. Наверное, со светом очень ярким. Яркий свет. Да, то есть как бы когда-то горячий, когда-то холодный, неважно, но всегда очень ярко. Если бы у тебя сейчас была возможность сказать лично спасибо Егору, за что бы ты его поблагодарил? За то, что несмотря на все мои косяки, не на косяки, за то, что я постоянно что-то терял, забывал, он постоянно прощал, давал по башке, наставлял и шел дальше. Он всегда прощал. А я бы ему просто сказал спасибо за все, что он для меня лично сделал, не только по велочасти. Вот. Я бы ему сказал: Егор, плюнь на все. Вот как ты учил всех быть стрессоустойчивым, продолжай оставаться таким же. Недавно, пару дней назад, я в мозгах прокручивал картину, как будто бы я проснулся в офисе, вот он сидит, вот они что-то общаются, и я вскакиваю, предупреждаю, говорю ему, ну, конечно, это всего лишь фантазии, там ничего уже не изменить, к сожалению. Ну, и что-то ему говорить, мы бы, наверное, поржали бы. Я бы сказал спасибо за жизнерадостность, которая из него лилась. Спасибо за то, что показал, что
там партнерство лучше конкуренции, да, что дружба, оно продуктивнее, интереснее, нежели там сидеть у каждой по своей хате там, и так далее, да, там. И я бы поблагодарил, наверное, за тех ребят, которых он воспитал. Я думаю, это не один десяток толковых ребят, которые, если не уедут из нашей страны, они принесут пользу, я думаю, очень хорошую. Благодарности за то, что я стала уверена в себе. И я сейчас умею очень многое благодаря Егору. Там, в том же в СММ, в координации, в тимбилдингах. То есть я умею запускать механизм, чтобы он работал внутри компании. Это все благодаря Егору. А еще? Наверное, за то, что он всегда поддерживал, даже когда было трудно. Иногда давал люлей. Это, люлей тоже нужны всегда. И за то, что просто нес позитив, даже когда было всем грустно. Никогда не унывал, наоборот, поднимался настроение. За что была бы эта благодарность? Наверное, за свою жизнь. Я бы не стала, кем я стала без него. Это поддержка. Поэтому на самом деле хватило бы мне решимости что-то поменять, изменить. За нашу дочь, которую мы очень тяжело рожали, и потом также тяжело первые несколько лет выхаживали. То есть, это очень всеобъемлюще. Что я могу посоветовать? Живите в свое удовольствие, пусть у вас каждый день будет праздником.